Всем привет, и друзья! У нас уже сегодня включился, у нас, так сказать, близится к обед, и за кадром работает стиральная машина, очень шумно было, и вот Маша как это приготовила, вот эту вкусняшку, в духовку еще не поставили, но я даже не снимал, потому что очень шумно, и до сих пор там стиральная машина, но перед духовкой я все-таки вкратце расскажу, вот как это блюдо из чего. Это картошка. Внизу вон картошка, дальше потом на картошку выложена отбивная, свиная отбивная, на тонкие слои разрезали, еще немножко отбили. Из приправ перец, паприка, там соль, лук, вот. Это все перемешали и вот так разложили по слоям. Сверху лук. Дальше будет закрывать это все дело фольгой. И духовку примерно на минут 60, ну на час где-то. Ну и в зависимости от того, как будет приготовиться. Также делаем вместо отбивных кладем тефтели иногда. Можно котлеты прямо мороженые. И все так очень классно готовится. Бандюк наш играется. Пока духовка греется, Маша играется с бандюком нашим. Ой, очень любит, когда с ним играются. Если не будешь играться, то это ноет, плачет. По 100 раз подходишь, чтобы с ним игрались. Ай, довольный. Любит вот эту игрушку. Палочка с веревочкой, с резинкой, то есть. И на конце вот фантик такой. Малыш. Ребенок еще. Но год уже скоро. Но ребенок. Натуральный. Ну, вот, собственно говоря, и накрывает Маша фольгой. Ну вот и духовка нагрелась. И довольно-таки жарко. 200 градусов поставили и на час. Ну и смотрим еще, как будет выпекаться. Ну и еще дети подарили подарок такой, форель. Такую где-то килограмма за 2. До 2,5 где-то килограмма. Ну-ка! Малыш там за хвост уже принялся. Форель, и Маша хочет солить. Засолка будет просто сухая засолка. А плавники, да хвост, да голову, это на ухо оставим. И, ну, думаю, Маша просто засолит и все. Этим вот она будет заниматься. Вот такая туша. Ну, и говорят многие, что выгоднее брать форель, чем вот семгу. Потому что 2 килограмма семга это уже где-то будет на порядок дороже, чем вот это 2 килограмма форель. Но то тоже такая мясо красное. Ну, будет Маша это все дело рыбой заниматься. Засолка тоже простая. Там у нас есть видео, где мы семгу солили, примерно такая же. Отделяем филе и просто солим на сухую, без всяких рассолов. Это самое простое и самый верный способ засолки. И самый вкусный. Вот видите, там один кусок уже разрезала Маша. Сейчас вот второй такой. Ну, конечно, жира поменьше, чем у этого, у семги, но
Такая туша не может быть не жирная. Смотрите какая. Хвост оставим. Еще немножко для ухи-то оставь. Побольше оставь хвост. Примерно вот так, да. Вот. Это голова и хвост пойдут на уху. И потом вдоль хребта вот так разрезаем. С одной стороны хребта, чтобы филешка осталась. И с другой потом тоже хребет убирается на уху. А потом уже тонкое дело. Сейчас это потом еще водичкой смоем, ополоснем. И тонкое дело такое потом пинцетом вот эти все кости надо будет вытаскивать с филешкой. Это пожарим. А? Это пожарим. А хочешь пожарить, да? Да. Ну. До кусочка. А это посолим. Все. Вот такой гостиниц. Ну что, наша вкусняшка обед-то готовый. Маша вытаскивает. Еще, наверное, в фольге будешь держать, да? Еще, наверное, без фольги. О, ух, смотрите. Это с фольгой. И потом еще, наверное, минут 10, чтобы немножко зарумянилось. Хотя лук вон уже зарумянился. Еще немножко подержит. Ну, наверное, где-то минут 15, может. Да? Сколько, да? Да. Вот так. А между тем, у нас там рыба. Маша все уже почистила от костей. Давайте. Ну-ка поближе вот там покажи. Ну вот эта рыба, все уже, ну, вымыто, кости все убраны. И сейчас будет солить. Время прошло немножко, сейчас, друзья, вытащим наш обед такой. Ой, засвечивает немножко. Ну вот так, готовое блюдо. Картошка, отбивное мясо, сверху лучок, там морковка, как уже говорил. Все это приправлено перцем, паприкой, лучком, соль. Вот так. А мы дальше сейчас рыбу будем. Немножко тоже засниму нашу рыбу, как будем солить. Картошка вон Маша пробует. Видите, какая мягкая. Ну и мясо, думаю, тоже мягкое. Просто вот сейчас горячее это все. Пускай немножко хоть подостынет. Пока рыбу засолим, она остынет и будем обедать. Да, и мясо мягкое очень. Да, я попробую. Угу. Мясо тоже, друзья, очень мягкое. Горячее, правда. Так, друзья, немножко засниму смесь нашу, чем мы будем солить. Вот на такое количество рыбы, где-то 4 таких кусочка здоровых, пойдет 6 ложек столовых соли и 1 ложка сахара. Мы раньше вот, до того момента, как не попробовали, как мы солили семгу вместе, сахар немножко ложили. И такой приятный вкус оказывается. Раньше такого никогда не делали. До того момента. Вот, семгу вот посолили с немножко привкуса сладкого сахара. И так очень вкусно, такой нежный вкус получается. Ну и еще перед тем, как это все покрыть солью, это надо все высушить. Ну, для этого подойдет бумажное полотенце. Лишнюю влагу это все убирает. Все впитывает в себя и, как говорится, ничего не остается.
И уже после того, как вот лишняя влага вся убрана, уже натираем солью. Распределяем с обоих сторон. Вот это количество должно примерно уйти. Куски немалые, но у форельки-то, конечно, чуть-чуть поменьше. Филе. Ничего, что вот сверху кожицы солим, это все пропитается. Дальше расскажу, как это должно храниться потом. Напротив окна опять свет там плохой. Там малышка. Видите? Он наблюдает. Ну и так каждый кусочек. Примерно так выглядит. Потом мы сейчас вот укроем это все, закроем пищевой пленкой. И, короче, это все дело ставим в холодильник. И долго держать не надо. Вот сегодня день, да? Вот ровно подержали, сутки перевернули. Все кусочки перевернули обратной стороной. Кожицей вверх, получается, в нашем случае. Потом сутки прошли еще раз. И это все потом проточной водой смыть. И все должно быть уже в норме. И будем заворачивать в пищевую пленку каждый кусочек и в морозильник. А когда надо будет, там раз, быстренько вытащил, это все жирненькое, это все быстро тает, оттает и будем кушать. Сейчас Маша мне поставить немножко покушать. Я пока покушаю. Мясца там, картошки. Хватит мне. Ну что, друзья, пообедаю я немножко. Меня Машенька угощает вкусным обедом. Ну, как уже показал и говорил, что сверху картошку можно ложить, ну или класть правильно, тефтели, котлеты, ну что хотите там, мясо. У нас вот отбивное было. И очень вкусно получается. Свинина, она вообще быстро готовится и она сочная. Из-за этого нам более так нравится вот эта свинина. Невозможно есть и разговаривать, но я хочу немножко сказать, вот что еще посолили. Добавлю, что мы форель еще ни разу не делали. Мы делали так много раз семгу, и семга там намного, конечно, жирнее форели. Но очень многие говорят, что лучше покупать форель за такие деньги, когда, ну, семга, она дорогая получается. Ну вот сейчас мы попробуем. Это все, конечно, засолиться будет, солиться где-то пару дней. А потом уже мы на последующих видео, в общем-то, это мы форель солили с учетом, приближается праздник, и все равно же 8 марта скоро уже, февраль-то заканчивается.
Вот, и следующая неделя уже масленичная, можно даже с блинами еще попробовать вот эту форель покушать. Вот. Сегодня Маша в кадр не хочет появляться, говорит, я тебя, говорит, буду снимать, ты, говорит, кушай. Всякие вкусняшки, говорит, тебе буду приготовить, а ты, говорит, только снимай. Вот я и снимаюсь. Вернее, она снимает меня. Вкусно. Вот. Я дальше обедать, друзья. Очень вкусно. Попробуйте, вот приготовьте вот так, очень просто. Снизу картошка, а сверху типа мясо. Вот так. Минуту тишины в доме, друзья. Малышка спит с этой стороны, вытянувшись. В доме тепло. А Барсик вон на том конце дивана. Спят довольные. И разлегся. Игрался вот моей тросточкой. Потом так и обнявшись и уснул. Барсик тоже вот клубок свернулся, видите. И спят. Дома спокойно, тихо. Редкость, конечно, такая тишина в доме, но сейчас есть.
у нас уже вечер, друзья. Как-то день прошел быстро, незаметно. Маша уже, мы уже после бани, так сказать, с легким паром. После бани Маша уже жарит блины. Целый день да что-то кушаем. Давай. Что-то делаем, кушаем. Рыбу посолили, это уже на праздники будем кушать, конечно. Там. Может так, детки тоже приедут, давай. На И- праздники может, да? Да. И блины Маша решила пожарить, потому что начинается масленичная неделя. Начнем потом на неделе тоже еще. Надеюсь, Машенька меня угостит вкусными блинами. Да, накормили. Там потом еще день на неделе есть тещины блины. Я не знаю, теща угостит меня блинами. А у тещи вообще вкусные блины. Вот. Сегодня Маша с творогом обжаривает блины. Ну, с начинкой творога. И вот вечерний чай такой с блинами, очень вкусный. Вспоминаю это, я не знаю, ты, наверное, там не училась в этой школе-то. Интернат-то был, поп-школа. А у нас была такая школа, основная школа, большая школа, и такой интернат строили, называли поп-школой, поповская школа. И вот мы там 2 класса учились, А и Б, там 2 класса. И вспоминаю, вот нас все не кормили, вот как сейчас, не дай бог там, даже школьники не ходят в школу, а во время коронавируса, да, помнишь, и не дай бог там рис, пачку или сухой паек там им не дают. А нам даже в этот момент нас не кормили туда, мы сами, ну, носили обед. И всегда помню, вот, бутылочка такая из-под, ну, что там, из-под водки, бутылка, но пустая. А пробку закрывали газеткой. Из газетки делали такой комочек и закрывали вместо пробки. Кто чай, кто молоко. А на закуску там или шанги, или вот блины. И вот, и вот вспоминаешь, вот, и все достают такие, и со всеми делились так. Это самая большая перемена и самый хороший момент, когда достаешь там из сумки бутылку такую с чаем или еще с чем-то там напитком, ну там молоко или еще что-то, чай с молоком или... А почему в большой школе, значит, кормили, а вас не кормили? Нет. Это удивительно. Да. Мы сами это самое носили, ну, в сумке. И вот большая перемена там сколько, минут 30 длится, и все, да? Никто не жаловался, не родители. Какой жаловался? Ты что, Родители не жаловались. такого не было, чтобы из-за еды кто-то там жаловался или что? Но дети же не кормленные. Ну почему? Вот мы же шли из дома, уже у нас в сумке учебники, тетрадки, все такое. И с краю бутылочка с чаем или с молоком. И тогда не было этого фасовочного пакета, как в нынешнем виде, а там была бумага из-под чая, ну вот такая из фольги. Вот туда заворачивали шанишку, хлебушек или блинчики, вот, бумага из фольги. И вот наступало время обеда, и большая перемена. И все вот дети достают, у кого что, все по-разному, и делимся друг другом. И такие замечательные дни, это вот навеки в памяти осталось. Эти блины, пирожные, знаешь, это очень вкусно, как-то витает в воздухе это все. Наверное, из-за этого там коллективно кушаешь все это. Прямо вот никаких стаканов, прямо с бутылки пили. Очень, ну, вспоминаются вот эти все моменты. Маша там блины уже готовые, наверное, да. Сейчас мне чай нальет, да, вместе выпьем чайку. А потом уже и фильм будем заканчивать, потому что, ну, как-то сумбурно, конечно, ну, пока вот
погода у нас стоит такая, вроде бы тепло, но метелит, вот, порывы до 13 метров в секунду, 12-13 метров в секунду. В такую погоду я сижу дома, потому что продувает, очень много болеют там и корона, и ОРЗ, просто и не хочу я как бы заболеть, немножко надо тоже. Жду тепла, будет тепло, пойдем на улицу, будем гулять, будем снимать, там огород появится, еще что-то, дела свои. Ну, такие блинчики аппетитненькие. Будем с Машей чай пить. На кружке написано за настоящих мужчин. За приданных мужчин. Преданнее меня нету никого, Маша. Как ни крути. Вот. Хошь не хошь, я буду преданным. Да, Маша. Хошь не хошь, я буду преданным. Вот так. Ну, на самом деле, я действительно Машу люблю и действительно предаю. Эта кружка про меня. Вот так. Ну что, будем пить чай. У меня там сметана. Макать буду блинчик. Может, разрежешь, он слишком длинненький такой. Ладно. Начинка творог. Ну-ка, поближе мне сметанку положи. Во. И сметанку так прямо макаем, потому что мы живем вдвоем. Сами себе в рот кладем. Это самое, не чужим. И прямо макаем. Вот разница, когда макаешь и просто намазываешь на хлеб там или на блины, разница очень большая. Когда макаешь, я не знаю, почему-то намного вкуснее получается. Намного. Горячо, я знаю. Ой. Вот так. Я так же. Макай. Я так же. Не, когда на самом деле, когда макаешь, это очень вкусно. Не знаю почему. Или больше сметаны там, или как-то прилепляется сметана туда по-особенному, да. Вот чем ложкой я всегда макаю. Варенье ложкой, а вот сметану именно макаю. И малышка так пришел. Залезай на маму. Так, вкусно очень. Да. Приятного аппетита. Ну, сегодня меня Маша уже вкусняшкой угостила, тоже картошка, да что, да, это очень вкусно тоже было дома. Приближается масленичная неделя, так что Да. всех Ну, поздравляем. масленичная неделя уже с сегодняшнего вечера можно считать масленичную неделю уже все. Потому что с воскресенья, понедельника идет а воскресенье уже это тот же самое, уже все, пекут, можно печь. Всех поздравляем. Да? Но все равно скажем с наступающей масленичной неделей, потому что, я так думаю, именно масленичная неделя, она с понедельника начинается. В воскресенье уже, наверное, пекут тоже некоторые, но, я не знаю, мясопостный день какой-то. Всех поздравляем с масленичной неделей и желаем вкусных блинов, наесться досыта, чтобы в доме всегда были горячие, вкусные, поджаристые блины с разными начинками. И, конечно же, самая главная начинка, как и у нас, собственно говоря, любовь, чтобы была вот в этих блинах. Форель посолили на той неделе. Она Можно- будет уже готова. Можно с блинами красную рыбу форель попробовать. Вот, Я попробуем люблю. с форелью. С семгой я пробовал, мне очень понравилось, когда с семгой. Семгой, блины с семгой. А с форелью, я форель так соленую ел, но магазинскую,
этой вакуумной упаковке. Мне понравилось, потому что она была намного ну, сухая, чем семга. А вот это большая рыбина, и она должна быть жирненькой. То есть вот посмотрим. Ну и, собственно говоря, дома еще сходить, да. Как получится, да. Погоду вы видели, какая сегодня у нас погода была, тоже отличная. Ну вот ветер есть, да. Ну что, угощаемся дальше. А то у меня чай остынет, друзья. Угощаемся дальше. А мы с Машей говорим вам до свидания. Заглядывайте к нам на видео, на наш канал. Посмотрите наши незамысловатые видео такие. Домашние, просто деревенские видео. Когда просто видео, когда может рецепт какой-то будет. Когда там может для себя что-то приметите, на огороде Маша копается, да что-то, да. До огорода еще далеко. Но не, вообще, я вообще имею в виду. Будем жить, и огород будет, и все такое. Ладно, всем пока. До новых видео, как говорится. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. Всем пока. Пеките блины в масленичную неделю. Пеките и кушайте вкусно. Как все, чтобы шло, все как по маслу. Вот это я согласен с Машей. Всем пока. Пока-пока.